К другим темам Егор Борисов встретился с педагогами Якутии. Сегодня в рамках съезда учителей и педагогической общественности республики в Якутске прошли значимые мероприятия. Работники дошкольного образования познакомились с традициями воспитания детей в Японии и Дании. Помимо этого прошло совещание руководителей органов исполнительной власти Дальневосточного федерального округа, осуществляющих государственное управление в сфере образования. В конце дня прошла встреча участников съезда с главой республики Егором Борисовым. С подробностями Олег Колесов. Опыт японских и датских педагогов представили якутским воспитателям. Сегодня в рамках 13-го съезда учителей гости из Японии и Дании презентовали свою методику дошкольного образования, которая тесно связана с традициями этих стран. В этих странах детей в дошкольных учреждениях начинают воспитывать с раннего возраста. В Японии с первого месяца жизни, а в Дании с 8 месяцев. Мы просто о них заботимся, обеспечиваем что им теплую и хорошую среду и по возрасту занимаемся их развитием. Также в рамках съезда прошло совещание руководителя Рособорнадзора Сергея Кравцова с представителями власти Дальневосточного федерального округа, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Глава Рособорнадзора отметил, что образовательные учреждения должны соответствовать госстандартам, однако не все соблюдают их. В частности, Якутская государственная сельхозакадемия подала заявку на аккредитацию, но по ряду требований не соответствует единому государственному стандарту. Поэтому ЕГСХ необходимо провести внутренний аудит и через год пройти аккредитацию снова. Это говорит о том, что по этим направлениям Академия не может выдавать диплом государственного образца, но может вестись обучение, потому что есть лицензия, и могут выдаваться свои дипломы. Академия может выдавать свои дипломы установленного Академией образца. Ну а в конце дня прошло одно из самых приятных событий. Глава республики Егор Борисов вручил 11 учителям из Якутии, которые вошли в список самых лучших учителей России. Денежную премию в размере 200 тысяч рублей каждому. Госпремии имени Михаила Алексеева, народного учителя СССР, удостоилась учительница математики Альбина Петрова. Грант главы в размере 500 тысяч рублей получили 10 образовательных учреждений, а 32 педагога стали победителями конкурса «Лучший учитель Якутии». Но чтобы конкурентоспособность, конечно, нужно интересы детей, во-первых, учитывать, поддерживать, развивать их талант. У каждого ребенка свой талант. Главное мероприятие 13-го съезда учителей и педагогической общественности пленарное заседание состоится завтра, на котором будут подведены итоги форума учителей и обозначены основные направления развития образования республики. Олег Колесов, Илья Жираев, Дмитрий Сергачев, НВК «Саха», Якутск.